Господи, помилуй, Господи, прости. Сегодня мне прислали видео, где один известный блогер, которого я пытался вразумить, который против святых выступал, против как православное вероучение, он сказал, что он вообще уходит из церкви и переходит в раскольничье сообщество, в ПЦУ. Что на это сказать? Это результат его духовной жизни. Он поступил как Иуда. Он бросает нашу церковь и переходит в раскольничье сообщество. И это его падение началось вот с этого, что он хулил святых, что он хулил священноначалие, и вот это до этого его довело. Мне писали люди, что батюшка, вы неправильно его обличаете, он просто борец за справедливость, он как бы юродивый, он что-то такое говорит. А он оказался простым прохиндеем. Он просто прохиндей, Иуда и приспособленец. Вот и все. Что можно на это сказать? В первом послании апостола Иоанна Богослова, глава 2, стих 19, написано: «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». То есть этот человек бросает свою церковь. Украинская православная церковь сейчас на кресте. Столько гонений со стороны раскольников, со стороны властей. Мне пишут с Украины люди, мне говорят люди на связи, и как там все это происходит, как людей выгоняют из храмов, как неверующие люди захватывают храм. Это все по благословению ПЦУ, по благословению Константинополя происходит. И вот он убегает туда. Вот это настоящий акт предательства. То, что можно сказать, что он поступает как предатель. Это Иуда. Вот этот Иудин грех, дорогие братья и сестры, это вот результат его неправильной духовной жизни, результат хуления святых, результат того, что вот он выпячивал свою гордыню, говорил, что по ночам молится, что такое. Вот все свои эти подвиги выпячивает. Это вот это результат вот этой вот греховной, неправильной духовной жизни. Вот это вот всего. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем понимать, что это вот все греховно. Будем понимать его поступок. Это поступок Иуды. Он поступил как Иуда. Он предал Христа. Вот это вот предательство Христа, когда кто уходит в раскольничье сообщество. Когда каждый священник или диакон рукополагается, ему дается грамота, и там будет написано, что человек даже молиться не может с раскольниками, а тут человек уходит, он поступил как Иуда. Поэтому Господь говорит в Писании, что покайтесь, и Иоанн Златоуст пишет, что, комментируя Евангелие, что если бы Иуда покаялся, то Господь бы его простил. Поэтому будем как бы сожалеть о нем, сожалеть о его греховном таком поступке, и чтобы Господь ему даровал покаяние. Но сейчас его поступок – это поступок Иуды, предателя. Он поступил как Иуда, предатель, и это все вот это вот мерзостное его это вот деяние, и то, что он так вот это вот творит. Поэтому вот не будем слушать этого Иуду, как его защищал кто-то. Вот это все мерзость. Вот Иудины слова, Иудины речи, Иудины помышления. Это все мерзость пред Богом. Не будем слушать эту всю эту мерзостную пропаганду, которую этот прохиндей вещает с интернета.